Diyarbakır aranır. Э, Добрый вечер, дорогие наши телезрители и читатели. Я вас всех приветствую. Сегодня у нас в гостях на очередном нашем выпуске видеоблога Вадим Владимирович Макаренко, наш большой друг, научный сотрудник Института востоковедения. Сегодняшняя наша передача, наверное, конференция, которая 21 апреля прошла в Институте востоковедения, посвященная 30-й годовщине принятия резолюции ООН 688. И на этой конференции докладом «Трансграничность как фактор развития курдского мира» выступил наш сегодняшний гость. Ну, я сначала его хочу представить. У нас маленькое представление. Я попрошу Маруфа включить представление нашего сегодняшнего гостя. Макаренко Вадим Владимирович родился 25 марта 1953 года в городе Находка Приморского края. Закончил в 1977 году Восточный факультет военного института, специальность иностранные языки, японский и английский языки. В 1986 году защитил диссертацию в ИВАН СССР на соискание степени кандидата экономических наук «Общее и особенное в генезисе японского капитализма. Критика буржуазных концепций». Занимался теоретическими проблемами исторического процесса. С 1997 года по 1986 год служил в частях радио и радиотехнической разведки, а с 1986 года по 1994 год преподавал военное астроноведение в военном институте. Япония, США, Корея, Китай, Индонезия, Кампучия, Индия и другие страны. После ухода из армии работал в журнале «Новое время», обозреватель, заместитель главного редактора, газетах «Российские вести», заместитель главного редактора, столичная вечерняя газета, а затем в ряде книжных издательств. С 2013 года по 2020 год преподавал экономику, зарубежное регионоведение. С 2015 по 2020 годы заведующий кафедрой теории регионоведения МГЛУ. Автор большого числа статей в изданиях «Новое время», «Проблемы экономики», «Дружба народов», «Рубежа», «Российские вести», столичная вечерняя газета, литературная газета, секретные материалы 21 века, управление персоналом и другие. Опубликовал несколько монографий, в том числе книгу «Кто союзники России? Ментальность и геополитика. Парадоксы политики безопасности России». Выдвинул концепцию «Новая география древнего мира», принципиально иначе объясняющую ход древней и средневековой истории мира, в том числе иначе трактующую древнюю и средневековую русскую историю. С 1994 года занимается курдской проблемой. С 2003 года сотрудничает с Kurdistan.ru, обозреватель, главный редактор. Опубликовал много статей о проблемах Курдистана. В настоящее время старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, отдел изучения Ближнего и Среднего Востока. Ну, вот мы нашего гостя представили. Владимир Владимирович, мы вернемся вот к вашим тезисам. Мы их недавно опубликовали на нашем сайте. Я думаю, что многие из сегодняшних наших зрителей ознакомились с этой интересной статьей. Там обычно мы, когда говорим о Курдистане, говорят о частях Курдистана, да, вот это турецкий, иранский, иракский, сирийский Курдистан. Но вы и всегда говорят и
сложилось такое мнение, что разделенность Курдистана – это бич, это трагедия для курдского народа, и эта разделенность сыграла негативную роль в развитии курдского народа и вообще всего курдского мира. Но вы в своих тезисах говорите о том, что разделенность придает курдскому движению силу и устойчивость. Вот я хотел бы, чтобы вы там нам просто разъяснили вот эту вашу позицию. Тут мы обращаемся к тому, чтобы понять вот динамику развития курдского этноса. Не просто вот к ситуации, когда мы какие-то неудачи, неуспехи, какие-то сложности, даже, так сказать, людские потери, мы их связываем с тем, что вот как бы курды сегодня не так сильны, как они были когда-то при Салахиддине. Поэтому сегодня вот они не справляются вот с этой внешней обстановкой их. На них давят турки, давят арабы, давят иранцы. И в связи с этим, конечно, курды несут какие-то потери. Но суть-то состоит в том, что мы должны понять, какая сложилась ситуация после, вот где-то начиная, я бы даже сказал, с 16 века. Потому что обычно все берут период после распада Османской империи. Но ведь если мы реально посмотрим на курдский мир, то мы увидим, что восточная часть курдов, та, которая находится на территории Ирана и находится туда дальше, за Ираном, в Хорасане, в Центральной Азии, она, так сказать, отделилась от остальной части еще в начале 16 века, после Чалдранской битвы. После этого там, конечно, еще границы сразу не стало, она еще долго складывалась, но тем не менее она отделилась. При этом возникает, вот видите, возникло сразу же такое двойное разделение. Конечно, потом курды очень долго жили, вот это был период Османской империи, когда здесь вот восток Османской империи, он был такой курдский, поэтому здесь существовало, ну, потенциально существовали курдские, так сказать, эмираты, государства, какие-то княжества, то есть это была довольно-таки такая польская, довольно-таки такая не гомогенная среда, это была, так сказать, вот совокупность курдских, так сказать, образований, которые существовали здесь. Конечно, когда произошло распад Османской империи, курдам ничего не досталось, вот, так сказать, они не смогли получить государственность. Но проблема-то состоит в том, что там, может быть, даже вопрос стоял не так легко, как мы сейчас смотрим, что вот не получили государственность. Получилась такая ситуация, что англичане сумели оторвать Мосульский вилайет от той Турции, которая, так сказать, уцелела благодаря Ататюрку, благодаря, так сказать, вот тому, что они, так сказать, сплотились и сумели отбиться от внешних угроз и от внешней агрессии, так сказать. И получилось, что вот тут произошел такой как бы раскол, произошло разделение вот этого восточного, так сказать, восточной части курдского мира на три части. Это иракская, сирийская и турецкая часть. И вот теперь надо посмотреть, как надо отнестись к этому. Конечно, то, что вот это произошел такой распад, а не возникла курдская государственность, это плохо. А кто сказал, что она могла возникнуть? Если бы англичане уступили Мосульский вилайет Турции, то, скорее всего, произошла бы такая ситуация, что внутри Турции, конечно, трудно предсказать, трудно сегодня задним числом сказать, как бы развивались события. Конечно, курды были более мощными, но в то же время, скорее всего, ситуация развивалась бы по такому, знаете, турецкому сценарию, как она развивалась в, так сказать, Турции Ататюрка, так как она там происходила. То есть вполне могло так оказаться, что вот это практически все курдское пространство, то, которое сегодня находится частично в Ираке, частично в Сирии, оно бы все оказалось, так сказать, как бы вот в руках Турции. И я не знаю, как бы это все происходило. Я думаю, что динамика курдского национально-освободительного движения была бы другой. Вот это моя мысль. Я просто хочу сказать, что мы должны не исходить из того, вот хорошо бы было бы. Но дело в том, что в истории почти так не бывает. Вот то, что у нас есть, а теперь надо понять. Вот эта вот сложившаяся ситуация, это негативный момент, или в ней есть какие-то моменты позитивные, которые, наоборот, определяют то, что сегодня представляет собой курдский мир. Я бы еще высказал предварительную одну мысль. Я думаю, что не надо преуменьшать то, что курдам удалось достичь.
Вот, да, действительно, это не очень легкая жизнь и легкая ситуация. Действительно, она сопровождалась большими потерями. Но в то же время курды и в Турции, и в Ираке, в Сирии в меньшей части, в Сирии в последнее только время они смогли, как бы, так сказать, проявить себя в силу, вот опять же, того, что произошли какие-то геополитические изменения на Ближнем Востоке, но курды добились достаточно многого. Они сохранили свой этнос, они сохранили свой язык, они сохранили свою культуру. Они уже имеют, так сказать, автономию как на основу государственности, которая, кстати, достаточно надежно признана и международным сообществом. Не только это не только внутрииракское дело, это уже то, что является, так сказать, закрепленным и в международном праве. То есть курды имеют довольно-таки серьезные результаты. Конечно, когда, допустим, их сравниваешь с тем, что, допустим, имеет Казахстан, Киргизия, Туркменистан, которые получили, как вот после распада Советского Союза, получили, как бы, вот, знаете, как такой подарок, хотя они очень обижаются, когда говорят слово «подарок», но они не боролись за это, они не воевали, это не так, это просто вот внутренние процессы в России, так сказать, произошли, это особенности устройства, так сказать, России, такой вот, она достаточно федеративная. А те государства, которые были на Востоке, вот особенно когда уже такой период после Первой мировой войны, когда Турции пришлось доказывать, что она может сохраниться как турецкое государство. Ведь если мы вспомним сербский договор, то по нему там от Турецкой республики должно было остаться, ну, так сказать, рожки до ножки, так сказать, там немного территории вокруг Анкары. Понимаете, это тоже процесс очень сложный. Если бы это произошло тогда, вот, если Сербский договор был, так сказать, реализован, еще неизвестно, чем бы кончилась ситуация на Ближнем Востоке. И какое могло бы подняться национально-освободительное движение или какое-то такое реваншистское движение, движение по восстановлению Турции, какое могло подняться. То есть мы должны как бы вот отойти, мы должны подойти сегодня к вопросу, посмотреть, вот почему сегодня курды, это все знают, что это 40 миллионов. И эти 40 миллионов, они, в общем-то, разделены на части, но они живут общей жизнью, потому что они так или иначе активно взаимодействуют, постоянно обмениваются идеями, людьми, они перетекают из одного района в другой, они борются то на одной территории, то на другой, то они не только борются, но и экономически, когда появляется возможность взаимодействовать. То есть мы видим, что Курдистан сегодня обладает той динамикой, которой не обладают многие народы, которые имеют национальный суверенитет. Вот я о чем хотел сказать. И хотел сказать, что вот в основе вот этого вот движения курдского мира после Первой мировой войны лежит вот эта вот трансграничность, так сказать, разделенность, и в то же время то, что эти границы ни Сирии, ни Ираку, ни Турции, они не смогли сделать эти границы непроницаемые. Курды сохранили проницаемость этих границ. Они взаимодействуют, они общаются, они борются, используя вот это вот, так сказать, разделение Ближнего Востока и вот разделение той своей территории на 3-4 части. Они используют это уже как свой потенциал, как свое орудие. Я небольшой сторонник такой, знаете, бесконечной борьбы. Но в то же время я понимаю, что никто ничего, ни один народ не получает ничего просто так. К сожалению, он должен за это бороться, добиваться. И курды вот активно показывают, что они хотят и могут добиваться своих целей. Хотя это все не так безмятежно и не так оптимистично, как можно было бы представить. Нет, это очень сложная, очень тяжелая борьба, потому что они оказались, во-первых, они находятся вот в таком месте, Ближний Восток. Это ядро цивилизации, это ядро религиозных, так сказать, это ядро конфессий, где возникли. Это здесь возникло и христианство, и ислам, и иезидизм, так сказать. Здесь другие многие религии, которые просто даже не удержались, а ушли. То есть это все возникло здесь. То есть они находятся в самом ядре мира. И быть, понимаете, вот в этой ситуации как-то думать, что можно было бы вот как-то быть вот таким унитарным, сплоченным, единым ядром, и это было бы позитивно, это даже теоретически, я бы сказал, неверно. Да, спасибо, Владимир Владимирович. Мне очень нравится вот это то понятие курдского мира, которое вы вот в последнее время
часто употребляете. Действительно, курдский мир, он какая-то объединяющая вот эта курдская нация, курдский народ, курдский мир, очень, по-моему, точное на сегодняшнее определение. И вот этот курдский мир, как я понял, вот как вы тоже, наверное, думаете, он развивается, несмотря на вот эту разделенность, на эти границы, на внутренние проблемы идеологические, там, экономические, специфика каждого государства, где живут курды. Несмотря на это, вот этот курдский мир, он как единое целое развивается. И особенно это, наверное, вот ускорение получило в последнее время, когда вот начались развитие IT-технологий, вот информационных технологий. Вот мы знаем, что значит, очень много вот, телеканалов курдских, да, которые смотрят независимо от границ, да, вот во всех частях Курдистана смотрят. Вот такое единое информационное пространство создалось, которое, вот как вы утверждаете, один из показателей вот этого единого курдского мира. Вот, если можно, Юрий Шавильевич, да, если я позволю себе, я с вами полностью согласен. Единственное, я только хочу сказать, вы используете слово «несмотря на разделенность», а я хотел бы поменять знак «благодаря». Понимаете, благодаря. Вот давайте я вам задам такой теоретический вопрос, или такой, знаете, как бы сослагательным правильно. Ну вот если бы, ну, грубо говоря, РПК доминировала во всех 3 частях курдского мира, и он был бы настолько целостный, что это доминировало меня было бы абсолютно. Вам такой курдский мир нравится? Нет, не хотелось бы, чтобы что-то одна партия доминировала. Конечно, вот это очень важно, понимаете? Вот как раз я хотел подчеркнуть то, что есть различные центры, идеологические, культурные. Они все курдские, но они каждый по-своему ищет вариант решения тех проблем, с которыми столкнулся курдский этнос, вот будучи разделенным. И действительно, это немножко разные ситуации, они диктуют разную тактику, разную политику. И за счет этого возникает вот это вот как бы многополярность курдского мира. Вот именно это не одно государство, это мир, состоящий из таких курдских государственных образований. Ну, может быть, они еще пока какие-то там в Сирии, это еще протообразования. В Турции там вообще сейчас давят, хотят, ну, так сказать, вычистить, но я думаю, что это все равно бесполезно, так сказать. В Иране, может быть, там курдов придавили совершенно, но тем не менее там по-своему люди, курды, все равно они там есть, они там продолжают вот и даже очень отчаянно, так сказать, иногда гибнут просто из-за своего отчаянной храбрости, так сказать, но они продолжают жить. И это все вместе составляет вот эту колоссальную, богатую палитру курдского мира. Вот конечно, я вас немножко перебил, но я как раз хотел сказать, не несмотря, а благодаря. Вот благодаря мы должны поменять вот этот знак минус на плюс и воспринять это как не как отрицательный момент, не как то, что задерживает развитие курдского мира, а как то, что его толкает, то, что создает вот эту вот как бы динамику его за счет, ну, знаете, как в атоме, там должен быть отрицательный и положительный заряженные частицы. Вот эта вот различная заряженность вот частей курдского мира, вот она, так сказать, создает ту динамику, с которой мы сегодня сталкиваемся. Это не значит, что она как бы, вот знаете, ну нельзя, мы все равно, понимаете, вот мы не должны абсолютизировать вот какие-то вот, да, без затрат, без трудностей, без потерь ничего не бывает. К сожалению, так оно и есть. Мы их должны не, мы их вот в момент сегодняшнего развития курдского мира мы должны эти потери не только оплакивать, но и героизировать, понимаете? То есть мы должны понимать, что это вот та динамика вот этой вот борьбы, которая создает сегодня характер курдского мира, и она очень сложная. Там мы же знаем, что не очень простые отношения между различными частями. Ну и не надо это воспринимать как только негативный момент. Надо это видеть как вот именно вот эту сложность, как вот это вот взаимодействие, что нельзя, вот никто не может продиктовать, ни
Барзани, ни Масуд Барзани, ни Черван Барзани не может ничего продиктовать в Сирии. Надо договариваться. Сирийцы не могут продиктовать там-то. РПК не может продиктовать в Ираке. Не может и даже, я думаю, в Турции не все может сделать. Вот это как раз различие. И в то же время они не могут не быть вместе. Не могут не взаимодействовать. То есть, Владимир Владимирович, если я правильно понимаю, да, мы всегда этой разделенностью, да, всегда пользовались наши, так сказать, враги, это те страны, которые разделили Курдистан. Но вы говорите о том, что вот эту разделенность можно использовать на благо курдов, да, чтобы не было бы какой-то доминанты, использовать, допустим, сегодняшний иракский Курдистан, да, он как бы на сегодняшний день центр, да, развития курдского мира, и его эти возможности использовать для того, чтобы повлиять на другие части Курдистана. То есть, значит, как вы говорите, плюс и минус, да, этот минус, который вытекает из разделенности, наоборот, превратить в плюс для того, чтобы успех какой-то одной части, значит, конвертировать на другие части Курдистана. Ну, и так, и представляете, ну, допустим, я же отношусь, в общем-то, позитивно к тому, что происходит и к борьбе рабочей партии Курдистана. Хотя, когда они чрезмерно пытаются, так сказать, где-то доминировать на других территориях, я, так сказать, говорю, что это может нанести ущерб курдскому миру. Но я имею в виду, что невозможно было бы чтобы возникло такое мощное движение, чтобы оно так долго, так сказать, существовало, если бы были более, так сказать, гомогенные, более жесткие границы, что это было бы вообще одна страна. То есть, пользуясь, все курдские партии так или иначе, они не только их пытались использовать, но и они использовали и сирийцев, и иранцев, и израильтян, и американцев, и так далее, и так далее. Но я бы хотел, чтобы мы поняли, что, перестали курдов представлять как только таких, знаете, жертв. Это люди, которые, как в кориде, они, так сказать, понимают опасности, которые существуют, так сказать, и они активно ведут эту активную борьбу, которая, может быть, даже со стороны кажется, что они делают, сидели бы они там тихо. Да если бы они сидели тихо, то ничего бы они не высидели. Поэтому, понимаете, здесь проблема. Почему так долго это идет борьба? Почему ее не могут, так сказать, подавить окружающие страны, которые там потому что Хафиз Асад не мог договориться с турецкими лидерами, так сказать. Сегодня, опять же, Башар Асад не может договориться с Эрдоганом, так сказать. Иранцы не могут договориться с турками. Ну и так далее. То есть возникает это геополитическое, так сказать, поле, на котором, так сказать, эта композиция региона, она, то, что мы должны понять, что географическая среда, в которой существуют идут общественные процессы, идут процессы государственного строительства, она очень специфическая. И мы должны просто, мы не то, что радуемся тому, что произошел раскол. Нет, мы не радуемся. Но когда он произошел, когда его нет, так сказать, возможности его устранить завтра немедленно, мы должны понять, может быть, этот раскол, он как раз может быть использован как позитивный фактор для того, чтобы происходила, так сказать, динамика. Вы сказали, сейчас действительно доминирует, так сказать, иракский Курдистан. Но ведь еще не так давно доминировала, так сказать, рабочая партия Курдистана. Сейчас, допустим, может быть, если все пойдет, мы не знаем, как сложится ситуация в Сирии в ближайшие несколько лет, но если она вдруг сложится особенно позитивно, и вдруг так все, так сказать, позитивно сложится для курдов, может оказаться, что сирийский Курдистан, Рожава окажется таким, знаете, маяком в развитии, она будет задавать какой-то темп, может быть, какие-то особенности построения курдского общества или что-то еще, понимаете? То есть здесь мы видим, как происходит передача такой эстафетной палочки, понимаете? И она постоянно передается, и те люди, которые хотят поймать курдов, они не могут это сделать, понимаете? Потому что каждый раз курдская эта
так сказать, живая сила, так сказать, это их вот динамический центр, оказывается, он выскользает и оказывается в другом месте. И если одного зажали в углу, то другая часть Курдистана берет на себя лидерские функции и начинает активно действовать. И мы сталкиваемся с тем, что вот эта полицентричность, курды, в общем-то, при всем том, что они, так сказать, довольно-таки относятся к традиционной части мира, они демократичны достаточно, там много партий, они, так сказать, ценят свое мнение, они готовы, так сказать, за него бороться. То есть вот они сумели вот в этой вот ситуации, вот этой разделенности, и, может быть, благодаря, я как раз считаю, что благодаря ей, сохранить вот эту, так сказать, множественность вариантов развития, которые они есть. И вот каждый раз, когда ситуация как-то проворачивается, вдруг начинает действовать какая-то другая часть курдского мира настолько интенсивно, что все, так сказать, сразу смотрят, вот тут вот какое-то время Западная Европа, она сходила с ума от Рожава, так сказать. То есть вот это вот коммуналистическая, так сказать, идеология Аджалана, вот это вот бесстрашие, это вот храбрость бесконечная, так сказать, которую там они демонстрировали, это производило такое одуряющее впечатление на западноевропейцев. Они, так сказать, просто, грубо говоря, наверное, влюбились в Рожава, они, так сказать, это. Кстати, они поэтому и помогают, и не только Рожава, но помогают и иракскому Курдистану для того, чтобы вот курды устояли. Да, тут я хотел бы, Владимир Владимирович, немножко не согласиться с вами, особенно в плане вот оценки деятельности Рабочей партии Курдистана. Это мое личное мнение. Я считаю, что вот мы говорим в Курдистане, в курдском мире много партий, вот они, значит, разделены, да, вы считаете, что это можно использовать, да, хотя курды пытались все время использовать вот это, то с одним региональным центром, то с другим, но, к сожалению, все эти попытки ни к чему хорошему не привели. Конечно, я с вами согласен, что вот ваш подход, да, что эту разделенность можно в плюс использовать для курдского мира, с этим я согласен. Но вот когда мы говорим о курдском мире, мы должны понимать, что идеология, та платформа, тот фундамент, на котором строится, это в хорошем смысле курдский национализм. Идеология всех курдских партий, независимо от того, где, в какой части они, это курдский национализм. То есть все курдские партии, политические организации, они конечной целью свою ставят создание национального курдского государства. К сожалению, Рабочая партия Курдистана, ее идеология, она выпадает из вот этого, значит, тренда. И мне кажется, что это очень большой вред наносит вот этому курдскому миру. Когда вы говорите о том, что они, да, действительно проявляют чудеса героизма, они, значит, очень активные и целеустремленные, но очень трудно сказать, что это в пользу курдского мира. То есть они строят не курдский мир, они строят, значит, на основе своей идеологии, они строят какое-то вот общество анархическое на основе, значит, идеологии и вот принципов американского, значит, анархиста Мюррея Букчина и так далее. То есть тут как раз, мне кажется, вот для того, что вот когда мы говорим о едином курдском мире, вот Рабочая партия Курдистана из-за ее философии, из-за ее идеологии и конкретных действий, она выпадает, и мне очень сложно сказать, что это часть курдского мира. Вы знаете, как тут сказать, вот какая есть семья, такая есть. Вот. Поэтому здесь надо к этому вот подходить. Дело в том, что многие идеологические конструкции, их не надо абсолютизировать. Я думаю, что вот в нынешней ситуации они не могут предложить ничего другого. Вот. И, тем более, что мы сейчас уже, конечно, я, например, очень подозрительно, так сказать, с напряжением отношусь к тому, как
Да, вот что к тому, что происходит там в Шенгале, ну, так сказать, вот эта ситуация, так сказать. Но, с другой стороны, я понимаю, что так получилось, что сегодня Рабочая партия Курдистана, она, так сказать, ее вот вооруженное такое повстанческое движение на территории самой Турции, оно уже как бы, так сказать, исчерпало себя. Потому что, ну, выгорел весь потенциал, вот этот, может быть, еще надо теперь, чтобы сменилось там поколение или сколько-то, чтобы что-то могло возникнуть. И им необходимо каким-то образом вот найти какое-то, так сказать, может быть, себе, так сказать, применение. Поэтому я очень сожалею, что это применение так вот строится без договоренности, когда оно подрывает позиции других партий. И более того, что иногда оно строится таким образом, что курды проигрывают вот между собой разбираясь, проигрывают, допустим, тому же правительству в Багдаде. И в результате так окажется, что Синджар окажется не частью иракского Курдистана, а какой-то, так сказать, территории, которая будет напрямую подчиняться Багдаду. И, так сказать, и там вместо того, чтобы там были, так сказать, вот восстановился вот это вот, как бы замкнулся курдский мир Сирии и Ирака, а там окажется опять наряду с туркоманским, окажется еще, так сказать, шиитский такой очень мощный клин, который разделит эту территорию. Я когда занимаюсь какими-то вещами, надо смотреть конкретно. Вот когда мы касаемся вот этого, да, но я имел в виду ту ситуацию, которая может быть, даже до 2013 года. Вот помните тот момент, когда тогда было на Навруз зачитано, когда вот была попытка закончить восстание на территории Турции, найти какое-то примирение. Но видите, проблема состоит в том, что еще это не так просто сделать, даже в самой Турции, потому что в самой Турции курды сегодня составляют значительную, очень активную, очень мощную часть населения. Если их не давят, то они начинают, ну, действительно показывать, что это серьезная часть турецкого общества. Но не все в Турции еще способны принять эту мысль. Им еще ее надо доказывать уже теперь, может быть, не силой оружия, а силой, так сказать, идеологического убеждения, словами, действиями, экономикой. То есть надо уже перейти, конечно, к каким-то мирным методам политических действий. Я только за это. Я сожалею. Я думаю, что, конечно, РПК находится в серьезном кризисе из-за того, что лидер партии находится в заключении. Очень сложно подобрать такую фигуру, которая могла бы также адекватно адаптировать быстро, так сказать, политические и другие программы к тем ситуациям, которые меняются. Она в какой-то степени очень инерционно развивается. И вот наносит не то, что они там некоторые анархические идеи развивают, а наносит ущерб именно вот эта вот инерционность, неадекватная линия, политическая линия тем политическим условиям, геополитическим, военно-политическим условиям, которые складываются. То есть надо именно здесь, сегодня надо сделать так, чтобы было усиление в Сирии, чтобы было усиление, так сказать, государственности в Ираке, и подождать, пока в Турции пройдет какой-то период такого культурно-экономического роста курдского народа. Вообще, я думаю, что главная задача курдов – это не национализм, ну, национализм, как вам сказать, сохранение национальной культуры, рост числа курдов, рост богатства курдов, рост их образованности. То есть курдская нация должна использовать вот ту ситуацию, которая есть на Ближнем Востоке, она сегодня дает им, для того, чтобы стать сильнее, красивее, мощнее, богаче, так сказать, образованней, политически лучше организованной. Надо ждать вот этого момента, а не растрачивать все вот в этой сиюминутной борьбе, когда за то, что произошел какой-то один там... Я не отношу РПК к террористическим организациям, как и Россия не относит, кстати. Но когда они начинают даже взрывать, так сказать, в ответ на очень жесткую линию турецкой армии и полиции, так сказать, взрывать их казармы и прочее, прочее. Но сегодня это уже, так сказать, изнуряющая война. Понимаете? Вот здесь вот смотрите, а вот теперь разделенность курдского мира. Вот эта линия РПК, она не может быть навязана другим частям курдского мира. Благодаря тому, что они
особые. И там вот эта особость настолько мощная, что эта линия, ясно, что она там не проходит. Даже в Сирии, где, ну, конечно, идеологические корни РПК, так сказать, гораздо мощнее, там, чем в других, так сказать, чем в Ираке, в иракском Курдистане. Даже там те люди, которые сегодня пытаются, так сказать, вот, создать курдскую автономию на северо-востоке, на севере и северо-востоке, так сказать, Сирии, они не могут быть вот, так сказать, верными вот этой линии РПК. Они вынуждены, они проводят, они вынуждены проводить свою линию. И это очень, понимаете, возможно, потому что нельзя им это навязать, понимаете? То есть даже в сознании всех курдов и то представление непонятно, что иракский Курдистан одно, сирийский Курдистан другое, а турецкий третье. Понимаете? Хотя там и там, и там, и там живут курды, но они живут в разных условиях, и они должны каждый найти свою линию поведения. И вот это очень важно. И в силу этого части вот этого Курдистана поражение, так сказать, повстанческого восстания в Турции, оно не поражение тех процессов, которые происходят в Сирии и в Ираке курдских. И благодаря тому, что это вот как бы особые части Курдистана. Я вот хотел обратить именно вот этой идее трансграничности и вот этой вот как бы множественности, вот этой вот композиции курдского мира, которая состоит из отдельных частей, обратить внимание на то, что его динамика, его развитие много сложнее. Это не монолит, это никто не может доминировать. Надо вот это понять это дело. И, грубо говоря, курдский должен быть еще, знаете, курдский интернационал. Да, Владимир Владимирович, знаете, вот тут, что вот мне приходит на ум, это я, в принципе, не против идеологии РПК, да, вот это, значит, феминизм, там, значит, и так далее, там, экологические, там, значит, проблемы они поднимают, но это наряду, в том числе и с правами курдов. То есть я не против, я, в принципе, сам по своей натуре, я ну, социал-демократ, если можно так сказать. То есть, но тут же вопрос, вот когда мы говорим о курдском мире, да, он разнообразный, но он, это курдский мир, мы рассматриваем как единое целое, со своими там вот разными там частями и так далее и тому подобное. И вот этот курдский мир, он должен, на мой взгляд, он должен значит, приобрести вот эти какие-то легальные вот границы, там вот, то есть приобрести государственность, стать политической нацией, вот этот курдский мир. И вот когда курдские вот, курды сумеют добиться вот своей государственности, внутри, пожалуйста, там пусть и анархисты будут, и там, не знаю, левые, правые, там, исламисты и так далее, но сегодня главное, вот мы когда говорим о курдском мире, на мой взгляд, это вот цель – это вот этот курдский мир со своим разнообразием, да, там и диалектическим, и политическим, и вот географическим, экономическим и так далее. Он должен стать, как бы, вот приобрести вот эту субъектность приобрести. И тут я хочу вот привести пример. Вот мы с вами говорили до вот нашего видеоблога, мы говорили об Италии, да, и о многих других государствах. Вот в Италии мы, когда туда с супругой ездили, для меня было просто вот это какое-то открытие, что она настолько разнообразная. Вот Сицилия и Тоскана – это вообще как будто два разных мира. Не итальянский мир, а вот два разных мира. И в языковом плане, и по характеру, менталитету, и вот различия между Тосканой и Сицилией намного существеннее, чем между отдельными частями Курдистана. То есть, но, к сожалению, если мы вернемся вот к, значит, политике Рабочей партии Курдистана, они как бы выбились из этого национального тренда и пытаются навязать вот идеи очень привлекательные для западных, кстати, да, потому и они в восторге для западных вот левых, в том числе и больших интеллектуалов. Поэтому, мне кажется, на сегодняшний день, вы тоже это отметили, Рабочая партия Курдистана, она в большом кризисе.
Но я вижу, я вот слежу за ситуацией, в частности, внутри РПК и вот в частности в Турции. Там, там идет вот этот внутренний процесс осознания, вот, что это неправильный путь. И в этой связи я хочу значит, еще один фактор, который способствует вот единению курдского мира, развитию, да, это экономический фактор. В частности, вот когда мы говорим, что экономика Южного Иракского Курдистана развивается, и они, там, товарооборот между Иракским Курдистаном и Турцией, там, 10-12 миллиардов долларов, это идет товарооборот фактически между курдами и курдами, между двумя частями Курдистана, и создается там какой-то общий рынок, общее экономическое пространство создается. То же самое можно сказать и по Ирану. Там тоже. И это вот этот момент, который, к сожалению, не все политологи, там, ученые, которые занимаются курдами, ну, пока не принимают во внимание, но это очень важный момент. Я еще один пример приведу. Как-то у меня один знакомый в Стамбуле, курд, довольно состоятельный. И вот когда вот было перемирие между РПК и, значит, турецкими властями несколько лет, там вот эти богатые курды из метрополии, да, из Анкары, из Стамбула начали вкладывать деньги в Мардин, там вот в свои, откуда они родом. И когда я вот спросил его: Исмаил, ну чего ты там в Стамбуле там зарабатываешь хорошо, а там в Мардине ты что будешь зарабатывать? Он мне очень интересно ответил: Юра, говорит, это моя земля, это там мой воздух, там мои корни. То есть сейчас очень, ну, не модно Ленина и Маркса, значит, приводить пример, ссылаться на них, но это как бы национальная буржуазия формируется, курдская, и в Турции, и в Ираке, и вот в других частях, которая, ну, советский менталитет, нам кажется, что это плохо, но на самом деле это тоже один из факторов, который, на мой взгляд, вот будущее вот этого курдского мира, вот, на будущее курдского мира это тоже очень сильно повлияет. Ну, видите, в чем проблема, как мы должны. Вот когда мы обращаемся к Италии там, или там, не знаю, к Германии, как к процессам объединения этих стран в XIX веке, мы должны понять, что в то время вот весь мир, который существовал, он был совершенно другим. Сегодня мы живем вот совершенно в другом мире. Мы это иногда забываем, но это не так, это неправильно забывать. Да, сегодня иракский Курдистан, но это не национальное государство. Но, тем не менее, его границы достаточно серьезно защищены. Понимаете, я вот уверен, что, конечно, могут быть развитие какой-нибудь катастрофической ситуации. Может, потому что ну, мы не застрахованы. Ну и никакие национальные государства от этого не застрахованы. Но сегодня нарушить границы иракского Курдистана также опасно для Багдада, как для любой другой страны вторгнуться в какую-то другую страну. Хотя, конечно, есть такие страны, как Турция, которая ведет себя крайне агрессивно в этом смысле. Пожалуйста, там Республика Северного Кипра они устроили, так сказать, они вот сейчас оторвали, ну, правда, это было раньше Хаттай, сегодня, конечно, они ведут такую аннексионистскую политику в Сирии, так сказать, пользуясь вот тем, что мировое сообщество разделено. Но вы знаете, если мировое сообщество разделено, если оно не может гарантировать те международные законы, которые были приняты после Второй мировой войны, ну, то есть все, что наработала Организация Объединенных Наций, ну, тогда, вы знаете, этому миру не позавидуешь, никаким государствам не позавидуешь, ни суверенным, ни несуверенным, потому что это кончится все очень плохо. А в остальном порядке, очень, посмотрите, сегодня что? Сегодня не может действовать режим Башара Асада против сирийских курдов. Потому что их, так сказать, там есть эта линия, которая защищает их. Они, так сказать, там вот международная среда, вот сообщество
оно создает условия для того, чтобы постепенно начался какой-то процесс. С другой стороны, понятно, что разделить там Ирак, разделить Сирию, разделить Турцию сегодня, это тоже, так сказать, практически невозможная ситуация. То есть мы понимаем, что курдский мир, его конституирование, его, так сказать, становление в качестве такого субъекта, даже целостного, будет происходить принципиально иначе, чем это происходило в Италии, Германии в XIX веке. То есть это будет, так сказать, он будет такой, состоящий из таких автономий, но настолько мощно связанных между собой, вот за счет того, что кто-то любит Мардин, кто-то любит, так сказать, там камышлы там, и так далее, кто-то знает, что там можно делать то, чего нельзя сделать там. Я даже больше вижу, понимаете, сегодня курдский мир, он не может втянуться даже вот национальная буржуазия. Ну, что будет производить курды, кроме нефти и газа? Ну что, они будут соревноваться с китайцами в производстве там, или с персами в производстве ковров или там что-то еще? Да нет, они, скорее всего, будут производить высокообразованных курдов, которые будут вообще, так сказать, пользуясь связями курдской диаспоры, так сказать, работать во всем мире, понимаете, так сказать, динамично. Вот, понимаете, мы даже сегодня даже не можем представить, вот как это вот новая фаза развития мира, какую оно, так сказать, рисует перспективу для развития, так сказать, Курдистана, и что она ему дает, вот это вот, то есть его действительно, понимаете, вот сегодня вы там рассказывали об Италии, да они, может быть, бы сегодня распались с удовольствием уже, но это так сложно сделать, потому что они так вот за это столетие, так сказать, сплачивались, что, так сказать, они не могут, так сказать, сейчас распасться. Вот Каталония попыталась выйти, ну из чего бы, так сказать, плохого было бы Испания. Ну, вы понимаете, моральные, другие политические какие-то факторы. Что бы потеряла Испания? Да ничего бы не потеряла. Наоборот, скорее всего, это бы динамика развития испанского, так сказать, вот этого Пиренейского полуострова, так сказать, ускорилась. Но не могут, понимаете, не могут переступить через себя. И поэтому то, что мы, знаете, там, не знаю, где это пословие, что и последние станут первыми. Вот те, кто были последними в создании своих национальных государств, благодаря тому, что они сохранили те вот автономные, так сказать, существования, то, что они сохранили такую множественность, многогранность, они, так сказать, будут теперь усиливать друг друга и будут развиваться. Я вам скажу даже такую вещь. Вот с одной стороны, распад Советского Союза – это катастрофа. Катастрофа тогда, когда внешние страны используют вот эти вот постсоветские государства в борьбе, стравливая их друг с другом. И они начинают, так сказать, друг друга, так сказать, угнетать, ну, так сказать, терроризировать, я мог бы даже так сказать, потому что то, что ведет сейчас там та же самая Украина, так сказать, это не очень хорошая вещь. И она вызывает ответную реакцию, так сказать. Пришлось защищать. Вот вы защищаете курдов в Сирии, курдов в Турции. А что теперь русские в Москве должны плюнуть на русских на Украине, что ли, сказать, что мы их, пусть их там они все говорят по-украински, пусть они учат там какой угодно язык, пусть они забудут, что они вообще русские. Понимаете, вот в чем проблема. Но когда вот это вот, если вот этим внешним, так сказать, акторам или вот этим государством таким агрессивным не удастся подорвать вот это вот содружество на постсоветском пространстве, то отдельно Россия, Казахстан, Киргизия и так далее, они смогут, преодолев вот эти некоторые сложности, взаимодействовать настолько мощно и настолько более продуктивно, чем это было раньше, что это не произойдет. Помните, была такая, ну вы, может быть, ну хотя мы с вами одного возраста, была такая попытка Никиты Сергеевича Хрущева создать, так сказать, совнархозы, создать какие-то вот, он хотел вот эту моноцентричную систему, так сказать, Советского Союза, так сказать, реформировать, сделать так, чтобы возникли, так сказать, отдельные, так сказать, территориальные комплексы, и чтобы, так сказать, на этих территориях более активно шло взаимодействие между ними. Ничего не удалось. А сейчас начинают взаимодействовать между собой. И вот то, что вы рассказали про... Сейчас вот смотрите, сирийский Курдистан и иракский Курдистан, да они не смогут выжить, если они не будут сейчас там и нефть поставлять, и продукты возить друг другу, и там, в общем, обмениваться независимо от того, что им не разрешают. Вот эти сейчас там контрольно-пропускные пункты между ними, они как бы незаконные, ну и
они плевать на это хотели, они их активно используют для того, чтобы просто, чтобы люди могли жить, питаться, пить воду там и так далее, и так далее. То есть я имею в виду, что вот мы должны понять, что курдский мир, он не кристаллизуется вот в одно курдское государство, даже союзного типа, а он будет уже частью мировой системы, понимаете, вот. Но это будут вот такие вот мощные курдские, так сказать, блоки автономии, защищенные, гарантированные, где курды будут говорить по-курдски, будут учиться в курдских университетах, ну и пусть там будут еще японские, китайские, американские, какие они там разрешат на своей территории. Я не так сказать, понимаете, вот здесь вот они развернуты, курды вот в силу обстоятельств, они вынуждены быть гражданами мира, понимаете, так сказать. Ну, куда вы денете сейчас курдскую диаспору в Европе или курдскую диаспору в Америке? Да, она часть вот этого большого Курдистана, но она соединяется не по границе, она соединяется виртуально, она соединяется денежными и другими потоками, она соединяется обменами людей, она соединяется личностными связями. Это, понимаете, вот курды не замыкаются на вот этой вот, на своей. То есть они не становятся вот таким пуштунским монолитом. Владимир Владимирович, мы о диаспоре еще поговорим. Я хочу вот, значит, мы последовательно идем. Насколько я понял, мы, значит, отметили так, что вот этот курдский мир, он сегодня, значит, развивается как единое целое, создается общее информационное пространство, экономические взаимосвязи тоже развиваются, политические взаимодействия, там, несмотря на то, что вот там в иракском и сирийском, тем не менее, какой-то процесс, там, правда, там с помощью американцев, там, что там они пытаются договориться и так далее. То есть этот процесс даже с теми же рабочей партией Курдистана, насколько я знаю, какой-то процесс переговоров, общения. То есть вот этот, то есть вот информационное пространство, экономическое, политическое вот, формирование идет. И один из очень мощных факторов вообще в, значит, вот, в развитии курдского мира это курдская культура. Ну, вот просто пример приведу, да, вот Шиван Первар, да, известный, знаменитый курдский певец, он принадлежит всему курдскому миру, независимо там, он в Турции родился там или сейчас живет в диаспоре и так далее. Или вот взять, допустим, Ахмеда Хани, да, и там целую плеяду я могу привести. Вот это тот еще один такой фактор, фундамент, на котором вот этот курдский мир, независимо от границ, он вот, развивается. Вот по этому поводу, если вы тоже несколько слов сказали, было бы очень интересно. Я считаю, что, конечно, тем более, Владимир Владимирович, вы вот в этом вопросе вы очень, намного лучше, чем я, знаете, вот там, ведь на территории этого курдского мира вот, исторического, да, там же много событий тоже происходило, и это в памяти, в исторической памяти вот этого курдского мира, курдов, это осталось. Безусловно, тут есть два момента. Дело в том, что вот курдский, вы говорите национализм, а я бы сказал курдское национальное сознание. Понимаете, потому что национализм – это когда вот объединились и понимают, что вот, грубо говоря, если мы не объединимся, мы не отвоюем кусок там какой-то территории. Конечно, курдам надо, так сказать, приходится объединяться, помогать друг другу, чтобы вот не сомкнулось вот это вот враждебное им окружение над их территориями. Тут курды до сих пор находятся в состоянии, в общем-то, и в Сирии, и в Турции, пока они еще не гарантировали себе все, так сказать. Ну, я не имею в виду, что, допустим, в Турции уже многие гарантии надо приобретать за счет политической борьбы, а не военной, так сказать. В Сирии еще рано разоружаться, надо вот сейчас договориться. Понимаете, в каждом месте по-разному. Но я хочу сказать, что должно расти курдское национальное сознание, потому что их представление курдов об их истории, культуре, о том, что они обладают, оно и так, понимаете, колоссальное. Вот почему курды как бы не рассосались, не ассимилировались.
Да потому что действительно многие века, даже сегодня курды даже не знают, может быть, об этой всей истории, так сказать, существовали мощнейшие, так сказать, вот они были частью мощнейших, крупнейших государств. Курды вспоминают там о Салахиддине, так сказать, и то его упрекают за то, что он не очень как бы посодействовал, все больше как-то где-то там в Каире там, и там в Палестине все, так сказать, активничал, а здесь как бы не сумел вот что-то такое, так сказать, сделать для курдов, вот как бы, вот нам, курдам, как бы. Но я имею в виду, что дело в том, что вот это представление о том, что есть колоссальный бэкграунд, что есть колоссальная литература, колоссальная историческая, так сказать, культура, ну, про музыкальное, художественное, прикладная и так далее, и так далее. Я думаю, что вот сейчас надо там, где уже можно не воевать, не держать прям винтовку прям под подушкой, вот там, в этих университетах, институтах должно больше вкладываться именно в развитие вот этого курдского национального самосознания. Я могу сказать, что курды не идут глубже, там, не знаю, 16 века. История, так сказать, для них как бы не существует. Там вот есть такое было государство Ак-Коинлу. Сегодня азербайджанцы говорят, что это наше государство, потому что вот они говорили как бы там по-туркменски. Да, понимаете, мы должны понять, там курдский это 27 диалектов. Все турецкие слова это курдские слова. Так или иначе, с 27 диалектов собранные, сложившиеся, ну, добавилось там какое-то количество иранских, арабских слов и так далее, и так далее. Я думаю, что когда курды ощутят вот эту вот свою культурную, так сказать, вот все богатство мобилизуют, которое они обладают, вот это культурное, дело в том, что тогда они поймут, что да и с теми же турками, они просто будет осознанно, что тут-то спорить нечего, что вот эти расхождения это как раз были связаны с попыткой доминирования отдельных частей над другими. Это вот было связано с тем, с чем борется, кстати, Абдулла Аджалан, с этими всякими классовыми и другими социальными различиями. Понимаете, вот в чем суть, вот она какая вещь. Я вижу, что, смотрите, сегодня Курдистан, ну, иракский Курдистан, да не только иракский Курдистан, обладает мощные каналы телевизионные, масса всего, так сказать. То есть сегодня существует мощнейший виртуальный, так сказать, Курдистан. Вот уже он существует в воздухе, так сказать, он существует как, пока как явление, ну, активно развиваются университеты. Я был, когда в Эрбиле, к сожалению, может быть, не во всех, так сказать, но то, что я увидел в том же самом Эрбиле, прекрасные новые университеты, которые отстроены, понимаете? То есть сегодня есть курдам на чем и как доказать, что они могут быть очень мощным, так сказать. Для этого даже не надо. Конечно, идеально было бы не каждый раз не договариваться с Багдадом. Но в конце концов, я думаю, что и эту задачу курды решат. Договорятся и с Багдадом, и с Анкарой, и с Дамаском, и в конечном итоге вот это возникнет. И при этом я все-таки хотел бы, ну как, не то, что хотел бы, это от нас не зависит, но я бы не ставил задачу какого-то вот ускоренного слияния этих частей, какого-то формирования какого-то единого органа или какого-то, так сказать, общей партии. Я бы все-таки искал бы какие-то возможности активного взаимодействия, но в то же время сохранение вот того, так сказать, богатства, которое есть, вот этого курдского разнообразия, которое существует, понимаете? Слава Богу, что, может быть, многим странам пришлось расстаться с этим разнообразием, выжечь его, так сказать, внутри себя, для того, чтобы уцелеть в этом мире, чтобы сохраниться, чтобы, так сказать, вот создать национальные государства, которые смогут вот как бы диктовать свою волю окружающим или защищаться от них. Может быть, это счастье, что сегодняшний мир не требует вот такой большой жесткости, что парадокс состоит в том, что и с арабами, может быть, даже возможно договориться, понимаете? То, что показывает. Я, честно говоря, с большим вниманием следил за тем, как вот Масуд Барзани, ну, как они, так сказать, работали с арабскими государствами, договаривались, обсуждали, решали.
и так далее, и так далее. Я думаю, что это все нормально. Я даже думаю, что договорятся в конечном итоге где-то найдется вот этот баланс. Ведь все-таки мы должны видеть, что Ближний Восток обладает еще какой-то чертой. Ведь очень долго Ближний Восток сохранял многообразие внутри себя. И только вот это вот, понимаете, вот это стремление к капитализму, которое, понимаете, вот это стремление, так сказать, вот включиться в процессы, которые, ну, включиться, знаете, я бы сказал, по-старому. Вот как бы повторить опыт какой-нибудь Италии, Германии и так далее. Курдский мир не будет повторять опыта ни Италии, ни Германии, никаких других. Он пойдет собственным, своим абсолютно путем. Он сможет вот такой вот как бы разрозненный курдский мир сможет создать условия для развития курдского этноса, лучшие, чем они бы были в едином, унитарном курдском государстве. Вот это моя мысль, которую я вкладывал вот в эту идею о факторе трансграничности и его влияния на динамику курдского мира. Да, Владимир Владимирович, вы в своем выступлении напомнили о курдской диаспоре. Действительно, курдская диаспора, если вот так по большому счету взять, на сегодняшний день половина курдов не живут на территории исторического этнографического Курдистана. В Западной Европе, здесь в России, в странах СНГ, ну, Анкара, там, Стамбул, Дамаск, там, и вот этих столицах. То есть половина, и, естественно, эта курдская диаспора, она по численности на сегодняшний день, она превосходит известные диаспоры, армянскую, еврейскую. Она потихонечку формируется, и вот курдская диаспора – это часть вот этого курдского мира. Да, безусловно. Сегодня вопрос идет о том, чтобы сорганизовать вот эту курдскую диаспору таким образом, наладить механизмы взаимодействия вот с историческим Курдистаном. И когда мы говорим вот о целостном курдском мире, как раз диаспора может сыграть такую положительную роль, потому что курды в диаспоре, для них вот это разделение, да, на иракский или там турецкий, сирийский, иранский, оно не имеет такого значения, как вот для тех курдов, которые живут в этих частях Курдистана. И поэтому курдская диаспора может вот в этом отношении, вот на этот курдский мир, на его, на его объединение, что ли, вот, несмотря на вот эти границы и разнообразия, может сыграть свою такую достаточно существенную роль. Вы знаете, я с вами очень согласен. Во-первых, вот я же занимаюсь всемирной историей, и у меня есть представление как бы о динамике развития мира. Я могу вам сказать, что вот вы, курдская диаспора на территории России, ну, почти в первом поколении. А вот масса русских – это курдская диаспора на территории России уже 7-8 веков. Понимаете, это... Потому что тут мне позвонил один, так сказать, курд и говорит: Владимир Владимирович, а вы видели герб города Серпухов? Я говорю: нет. Так это же Малик Тавус на гербе. Понимаете, я открываю, действительно, так сказать, там павлин и так далее. Он мне начинает объяснять, что это значит, может, слово Серпухов по-курдски. Но я не в этом смысле. Посмотрите, сколько вот Канис Пи в Лалише, так сказать, да. Но а сколько белых источников, сколько их по России, так сказать. Там, начиная от так сказать, Волги, где, может быть, не все, так сказать, как бы мы не читаем их как бы русскими, но это наши башкиры, так сказать, башкурды, так сказать. И идя дальше, так сказать, они, так сказать, продолжаются. Я хочу сказать, что мы просто, вот, ну, я не хочу снять, я имею в виду, что вот политически курдская диаспора – это те, которые вот в основном покинули Курдистан в 20 веке. Это вот мощная. Она была после распада Османской империи, после многих этих. Я имею в виду, единственное, мне хотелось бы, чтобы эта курдская диаспора, вот она работала на как бы многообразие курдского мира, она работала на его
колоссальный потенциал, использовала тот человеческий материал, который дает курдский мир, потому что курдский этнос богат, он богат, ну, я бы сказал, даже генетически, так сказать. Понимаете? Потому что чтобы она вкладывалась в образование, в получение людьми, так сказать, из Курдистана, ну, большего количества, так сказать, знаний, включение их в... Там же вот, я сейчас не вспомню, конечно, фамилию вот этого курда, который стал миллионером в Америке, выпуская какой-то, так сказать, йогурт. Ну, я имею в виду, ничего не закрыто. Понимаете, я считаю, что курдская диаспора, она, так сказать, уже, то есть она давно функционирует в мире, так сказать, уже. И она должна, но единственное, понимаете, я бы опасался, если бы кто-то стал вот именно потенциал курдской диаспоры как бы разворачивать в сторону создания вот такого большого, единого, унитарного курдского государства. Это была бы колоссальная ошибка и колоссальные потери, потому что это сделать без какой-то вселенской катастрофы на Ближнем Востоке невозможно. Понимаете? Сегодня курдский кирпич вынуть из ближневосточной стены невозможно. Его уже надо, как знаете, нанотехнологиями пропитать, чтобы он стал в этой стене курдским кирпичом. Понимаете, вот он должен заговорить по-курдски во всех отношениях, понимаете. И дело в том, что не надо подчеркивать вот эту жесткость. Мы видим, что при всей жесткости, вы видите, сегодня есть иракский Курдистан, сирийский Курдистан, и несмотря на все усилия после вот этого 2014, особенно после этого Суруджа, после 2015 года, да, когда вот фактически геноцид был снова на территориях юго-восточной Турции, так сказать, когда там, ну, просто это выжигалось, так сказать, любое сопротивление. Никто не смог выжечь этот курдский элемент. Как от этой границы шла от Дерсима курды, и никто не подвинет ни на один дюйм курдов. Только единственное, вот эта вот территория, она должна жить все более активной, все более богатой, все более разнообразной жизнью. Она должна петь, а не плакать. Понимаете? Вот и курдские партии должны делать все, чтобы там вот именно расцветало вот это, понимаете? Для этого надо прекратить сегодня вот иногда, вот почему мы с вами говорили про это боль, про ПК. Я встречался с Абдуллой Абджаланом, он, так сказать, производит такое, ну, как бы, он харизматическая личность, безусловно, он влияние производит. Но дело в том, что, понимаете, нужны, так сказать, реально ставить задачи, которые, возможно, достижимы. А не те, которые выжигают курдов, понимаете, которые обескровливают курдский народ, понимаете, которые лишают потенциала территории курдские, понимаете. То есть в результате вот этой вот деятельности, да, это был ответ на жестокую политику Турции, но этот один ответ порождал другой, и шла эскалация насилия, которая в конечном итоге привела к тому, что сегодня вот эта часть Турции, она менее развита, чем она могла бы быть развита, если бы не началась в 1984 году эта борьба. А нужно заниматься тем, чтобы курды говорили по-курдски, ну, естественно, еще на 5 языках, на которых обычно говорят курды: французский, английский, турецкий. И так далее, и так далее. Курды – это натуральные полиглоты, понимаете? В силу того, что они живут вот в этой священной части мира ближневосточной, которая является сердцевиной, прародиной всего, так сказать. Почему я говорю, что везде курдская? Да потому что все ушли оттуда, с Ближнего Востока. Все, кто есть на этой земле, включая японцев, они все ушли вот с этих территорий. То есть они в каком-то там тысячном поколении, так сказать, диаспора курдская. Поэтому я считаю, что курды должны чувствовать себя гражданами мира, они должны показать, что они относятся к самым корневым нациям, и они хотят быть в этой семье, и как они, собственно говоря, это демонстрируют. Я всегда удивлялся, кстати, не удивлялся, когда только начал сталкиваться, удивился, политика иракского Курдистана, они, так сказать, поддерживали контакты со всеми, и с Таиландом, и с тем-то, с тем-то, с тем-то.
И в конечном итоге, я думаю, что это все-таки сработало, понимаете? Хотя можно обидеться на то, что вот в момент там, октября 2017 года курды как бы не были поддержаны в своей вот этой стремлении, так сказать, к независимости. Но я хочу сказать, что это даже тут это иногда искажается. Тогда референдум это была моральная, политическая позиция курдов, что они готовы договариваться, что они хотят жить независимо, но они готовы рассматривать те условия, в которых это может быть реализовано сегодня. Вот понимаете, главная особенность того, что Курдистан является, вот сейчас курдский мир является таким многокомпонентным, является то, что каждый элемент, вот это, каждый компонент, каждая часть, она, так сказать, смотрит те возможности, которые есть, адаптации к этому миру, и вырабатывает вот очень рациональную, так сказать, очень активную политику. И в этом смысле, ну, единственное, я, может быть, в меньшей степени знаю, что там возможно в иранском Курдистане, потому что, к сожалению, вот он не там трансграничность нарушена, там все-таки вот эта вот граница открывается только тогда, когда это выгодно иранцам. Там все-таки очень сложно вот, поддерживать эти контакты, несмотря на то, что и граница такая сложная. Но, она вот, но это связано с тем, что все-таки это раскололось в XVI веке, понимаете? То есть это все-таки сложнее. То есть мы должны изучать и культивировать вот это вот курдское многообразие. Да, я согласен. Мы сегодня говорим и о многообразии, и о вот целом единстве, да, вот этого курдского мира, в этом многообразии. И, к сожалению, вот когда мы говорим о курдском мире, о становлении курдской нации современной, да, мы должны, значит, понимать и на сегодняшний день в каком состоянии, в каком статусе находится этот курдский мир. К сожалению, вот, несмотря на то, что мы говорим, вот это многообразие и вместе с тем единство курдского мира, но курдской проблемы, да, проблемы курдского народа, курдской нации, вот курдского мира с точки зрения международного права на сегодняшний день, к сожалению, не существует. Есть проблема, значит, даже в Ираке, да, проблема Багдада с Эрбилем, внутренняя проблема. Есть проблема вот в Сирии, да, тоже внутренняя. В Турции вообще это проблема терроризма, да, внутренняя проблема и так далее. Курды пытались, значит, несколько попыток сделать, собрать там национальный конгресс всеобщий, выработать общенациональную какую-то стратегию, которая бы учитывала бы в том числе и вот это многообразие, специфику отдельных частей и так далее. Но, к сожалению, на сегодняшний день вот проблемы 40-миллионного курдского народа, курдского мира не существует. И несмотря на то, что о чем мы говорим, да, сегодня, что фундамент и это и история, культура, да, общая, и экономические связи, единое экономическое пространство формируется, и информационное, политическое пространство формируется, но и причем, Владимир Владимирович, как мы понимаем, эти процессы, они не зависят там, ни от Турции, ни от там, других каких-то стран, ни от больших стран. Это внутренние процессы формирования, процесс идет вот, формирование вот этого единого курдского мира. Какой статус и когда это, значит, превратится, ну, как говорится, поживем увидим. Я хотел вот еще на каком вопросе остановиться, это тоже связано с нашей темой нашего сегодняшнего разговора. Особенно вот это единство, что ли, курдского мира проявилось во время войны с ИГИЛ, с исламским государством. И это взаимопомощь, и в отрядах Пешмерга или вот Горилла, да, там принимали участие независимо от там, границ, из какой части и так далее. И, как вы сказали, это послужило, они заслужили там, в общем-то, высокие оценки и на международной арене, там общественное мнение многих стран, значит, очень положительно реагировало на вот эту борьбу. Вот по этому поводу, это ведь тоже
это ведь тоже вот один из признаков, да, вот несмотря на то, что это трагедия, особенно вот в Шангале, да, трагедия, геноцид езидов, но вот эта трагедия, она тоже послужила как бы сплочению курдского мира, потому что эту трагедию впервые, несмотря на конфессиональные различия, все курды во всем курдском мире восприняли как общекурдскую трагедию, не вот трагедию только езидов. Вот, эти процессы вот мы видим, да, вот немножко, может, с вами не соглашусь, что допустим, структурировать вот этот курдский мир и придать ему какой-то общий статус, я согласен, это за один день не произойдет, но все вот те процессы, о которых мы говорим, они к этому ведут. Вот по этому поводу. Я согласен, что тут есть... Почему вот курдский мир, он, так сказать, как бы вот сплачивается? Вот вы взяли момент, связанный с колоссальной угрозой. Ну, мы видим, как в Сирии, там же, ну, просто могли вырезать всех. Тут ИГИЛ – это что? Это вот крайнее проявление шовинизма, так сказать, радикализма, религиозного радикализма. То есть это была сумасшедшая, это была колоссальная опасность, потому что тут, понимаете, вот в таких ситуациях нету другого пути, кроме как вставать на защиту. Все должны объединяться, сплачиваться, и, как говорится, к сожалению, пока еще никто войну не отменял. Вот бывает такая ситуация, вы знаете, вот надо отстоять, и все. Сколько стоить будет, никто, как говорится, не может сказать, но надо сражаться и отстаивать. Да, это вот одна ситуация. Вот когда есть такая угроза, она сплачивает. Но я бы вам сказал, что это вот это сплочение, оно, конечно, позитивное, но оно тоже имеет долговременные негативные последствия. Понимаете, в чем дело? Вот в чем проблема. Вот сегодня, у нас ведь откровенный разговор. Вот смотрите, сегодня на Россию давят. Якобы хотят, чтобы у нас было более демократическое общество. Ну и что, общество становится демократичней? Нет, оно наоборот сплачивается. Понимаете, оно сплачивается в том смысле, что различия, даже люди, которые не согласны, испытывая вот эту внешнюю угрозу, они начинают, так сказать, все начинает нивелироваться, различия в подходах, в взглядах и так далее, и так далее. Понимаете, в чем дело? Вот в чем тут есть такая, когда курдский мир, он вынужден, вот когда ставится задача вот так сплочения, победы, вот смотрите, вот сегодня иракский Курдистан имеет то, что, в принципе, ведь он мог иметь в 1974 году. Но тогда он не был готов согласиться с этим. И я не осуждаю тех, кто тогда не согласился, а наоборот, так сказать, поднял восстание. Но это восстание сильно зависело, так сказать, от внешних, так сказать, факторов, так сказать, от того же помощи Ирана. Понимаете, и оно потерпело поражение, и чуть было не кончилось вообще. То есть, грубо говоря, вот мы сегодня говорим, иракский Курдистан, вот он уже сейчас расцветает, вот это уже, так сказать, лидер, вот это уже сегодня, так сказать, то направление, которое дает такой прирост курдскости колоссальный. А ведь после 1975 года это была катастрофа. Люди были вынуждены убежать, люди вынуждены бросить. И только вот эти разборки между Ираком и Ираном, вот эта глупость Саддама Хусейна, так сказать, бесконечная, которая ему стоила из жизни, жизни ему стоило его преступления, но его глупость привела к тому, что он их совершал, и что он в конечном итоге поплатился за них очень, как говорится, по делу, так сказать, это все произошло. Вот. Но понимаете, какая ситуация? Вот в чем суть. Вот я хотел бы, чтобы наш разговор с вами, вот понимаете, сплощение, да, может быть, хватит сплачивать? Может быть, надо дать, чтобы сирийский Курдистан, вот да, вот при активном взаимодействии. Ведь, вот смотрите, мы говорим сейчас курдский мир, а славянский мир. Была идея панславянизма, так сказать. Она вон как доминировала, так сказать, мы и так далее, и так далее. А чем она кончилась?
Кто сказал, что, так сказать, идея, так сказать, панкурдизма не кончится тем же самым? Может быть, не надо наступать на грабли. Мы же с вами уже, так сказать, слава богу, богаче на несколько столетий. И мы можем иначе посмотреть на эти вещи. Мы можем сказать, что да, нужно активное, мощное взаимодействие между этими частями. Нужен колоссальный культурный, человеческий и другой обмен. Но, собственно говоря, это происходит сейчас в Европе. Только вот здесь вот это происходит, здесь вот в некоторых таких условиях. Сегодня это как бы поддерживает курдскость, так сказать, понимаете? Потому что, смотрите, после 1975 года ПСК пришлось создавать в Дамаске. Понимаете? А она стала самой сильной, так сказать, партией, которая, так сказать, в значительной степени подымала. Потом эта ее сила не сразу была уравновешена ДПК и так далее, и так далее. Но это, вот это жизнь, понимаете? Нельзя, вот вы как физик понимаете, что нельзя убрать, разрядить атом. Сделать, чтобы он был нейтральным энергетически, понимаете? Вот курдскую динамику определяет трансграничность, разделенность и так далее, и так далее. Если бы это было бы все объединено, это была бы другая история. Мы не знаем, какая. Лучше, хуже. Я думаю, что было бы, может быть, хуже. Но кто-то может сказать, была бы лучше. Что тут гадать? Это что, гадание на кофейной гуще? Я не предлагаю делить, но я предлагаю то, что есть сегодня, воспринимать как позитивно и видеть в этом тех обстоятельствах, которые существуют сегодня, видеть те возможности, которые эти обстоятельства предоставляют. А вот какие возможности это представляет, если можно вот на конкретные... Мы вот говорили об этом, да, и всегда вот такой тренд идет, что эта разделенность – это плохо. Ну, это люди так считают, да. Вы говорите, что вот надо реально смотреть на вещи и использовать вот эту трансграничность, чтобы пользу какую-то. Вот как можно использовать? Но сегодня я надеюсь, что при всех, так сказать, вот раздорах все-таки смогут договориться. Сегодня трудно работать с РПК, потому что она стала такой, знаете, токсичной. Не в силу того, что она токсична сама по себе, а потому что ее враги курдов так обозначили. Понимаете? Она провозглашена террористической организацией в США, ЕС, там, в Ираке, в Турции и так далее, и так далее. Их это дело, что ли, провозглашать эту организацию террористической. Это дело курдского народа решить. Это партия, которая работает на его интересы или против. Понимаете, в чем дело? Потому что, не провозгласили же государственный аппарат Турции террористическим. Не назвали. Понимаете, в чем дело? Но я имею в виду, что трудно. Но в принципе надо было бы, чтобы между представителями партиями, сегодня кроме РПК, кстати, есть мощная партия, которая представляет курдов Турции, так сказать, да? Партия народов, так сказать. Вот. Конечно, видите, как она живет в тяжелейшей ситуации. Все руководство посадили в тюрьму, всех, кто там что-то скажет, опять сажают, ловят и, так сказать, и так далее, и так далее. Но курдские партии между собой должны культивировать нормальные братские отношения. Они должны видеть особенности проблем на каждой территории, так сказать. Они должны понимать, почему кто как действует. Они не должны действовать так, чтобы вредить друг другу. Они должны договариваться, уступать или не уступать, но договариваться, так сказать. Я сразу, так сказать, понимаете, что значит договариваться? Не знаю, что кто-то сказал, тот выполнил, да? Договариваться. Здесь это очень сложно это делать, но тем не менее должны это делать. Но в то же время я хочу сказать, как это работает. А разве сирийский Курдистан, он не получил многое от иракского Курдистана? А разве то, что было в Сирии, сирийских курдах, не все сирийские курды любили Аджалана и РПК. Многие не любили, многие были вынуждены уехать из Сирии, так сказать. Да и относятся, потому что это было не все очень просто, потому что, понимаете, потому что это борьба, это жертвы, это политика, с которой кто-то согласен, кто-то не согласен. Но в конечном итоге, если бы не было тех структур, которые были созданы РПК, ничего бы на северо-востоке Сирии не возникло бы.
Они не сумели бы воспользоваться этой ситуацией и не смогли бы защитить и ни Кабани, ни другими территории. Понимаете? Вот, это уже сказывается, это уже работает как друг на друга. То есть вот это вот, вот эти вот возможности, которые были созданы вот в результате этого разделения, они уже сегодня привели к тому, что мы имеем, вот, ну, как бы поддерживают то, что мы имеем сегодня. Конечно, кто-то можно за действия РПК в Турции может пострадать тех, кто действует в Сирии. Потому что та же самая Турция, но Турция тоже понимает, что если она уж совсем будет пытаться давить, если она спровоцирует какое-то восстание курдов и на территории Турции, тем, что она, так сказать, таким образом безоглядно действует против, так сказать, сирийских курдов, она тоже вынуждена будет сдерживаться, понимаете? Кроме того, я еще опять-таки хочу сказать, мы должны понимать, что сегодня не 19 век. Вот смотрите, в 19 веке не было бы проблемы мигрантов. Ее и не было. Были такие экономические мигранты, если сумел туда просочился. А сегодня никто не может применить силу, чтобы остановить мигрантов. Сегодня многое в мире нельзя сделать силой. И поэтому мир все-таки уже другой, он гарантирует определенные права, так сказать, определенные дает гарантии, так сказать. Да, они еще несовершенны, да, они еще, так сказать, так сказать, дорого иногда стоят. Но это дорого все равно не так дорого, как это стоило в другие, так сказать, времена. Понимаете? Вот. Поэтому я вижу здесь какую ситуацию? Я вижу то, что надо признать то, что каждая часть Курдистана какое-то время будет развиваться по своим собственным, так сказать, законам, по своим собственным путям идти, что везде очень своеобразная, так сказать, ситуация. Каждая партия должна искать свой вариант. То есть здесь надо признать право всех на то, чтобы решать по-своему проблемы, которые есть в их частях Курдистана. При этом необходимо как бы всегда работать на то, что была взаимопомощь, взаимовыручка, поддержка деньгами, идеями, кадрами, песнями. Понимаете? Все это должно вот существовать. Вот так как, собственно говоря, это и уже существует. Вы понимаете, в чем дело? Я-то думаю, что это, вот я сейчас говорю, это должно существовать. Да, существует оно, понимаете? Потому что я знаю, что, это взаимовыручка. Ну, скажите, разве только защищались от ИГИЛ на территории Сирии? А разве в иракском Курдистане, так сказать, РПК и, так сказать, сирийские курды не пришли на выручку, на помощь? Пришли, они тоже там стояли, воевали, так сказать, наверное, и это стоило им жизней, так сказать, я просто, по фамилии, может быть, не могу сказать, но я знаю, что люди гибли за то, чтобы защитить Эрбиль. Те, которые, так сказать, из Турции и из Сирии, так сказать, это было такое, понимаете, и из других мест. То есть я думаю, что это все существует. То есть вот это важно, чтобы вот в процессе того, что вот эти вот части будут жить самостоятельно, они не ругались, их не могли использовать внешние противники, чтобы одна сторона... Вот сегодня какая большая проблема? Из-за Синджара, из-за многих других моментов, сегодня из-за того, что возникает проблема, То есть Эрбиль вынужден договариваться с Анкарой. Эрбиль просит умерить, так сказать, действия там в Дахуке, в других местах, в Эрбиле, то есть на территории иракского Курдистана и так далее, не могут договориться. Надо найти какую-то форму, которая бы не ссорила их между собой. Вот здесь должна работать диаспора, здесь должно быть это. Кстати, может быть, чтобы прекратить это восстание РПК, может быть, надо создать условия. Вот смотрите, ведь мало того, чтобы говорили там, вот Турция, она на самом деле проводит, на мой взгляд, очень такую жесткую и очень несправедливую политику, так сказать. Пожалуйста, ведь шла речь о том, что вот в 2013 году создайте условия для того, чтобы люди, так сказать, амнистия, чтобы люди могли прекратить, так сказать, эту борьбу, чтобы они могли
знать, что они в безопасности, чтобы они могли уехать. Пусть они уедут, так сказать, даже будут жить дальше те, кто вот воевал в Европе, но пусть они будут, так сказать, защищены, чтобы не будет вот никакого террористических этих нападений, атак и так далее, и так далее. Понимаете? Вот здесь очень большая проблема, которой мы сталкиваемся. Надо так, чтобы становясь все более и более, так сказать, самостоятельными и мощными, и сирийский Курдистан, и иракский Курдистан. И я думаю, что будет нарастать потенциал курдов в Турции, там, примет он какую-то форму там, культурной автономии, да или просто это не будет только просто курдские партии, чтобы они могли сохранить вот эти братские, дружеские отношения между собой, не поругались на мелочи, понимаете, в чем дело. Вот для меня сейчас вот большая беда вот это российско-украинский, так сказать, вот этот вот скандал, так сказать, который чреват потерями. Но это не тема сегодняшняя, это большая тема, ее можно обсуждать, но это не тема сегодняшняя. Вот что надо сделать, чтобы не допустить, чтобы внешние враги, вот когда курды их использовали, они были вынуждены это сделать, их поставили в такое положение, понимаете? Они были вынуждены, да, проявлять и хитрость, и находчивость, и так далее, и так далее. Но курды не должны дать никому извне использовать их друг против друга. Вот это очень важно. Владимир Владимирович, конечно, я согласен с вами, что надо как-то найти, вести переговоры, но вы все время ссылаетесь на реальность, да, вот надо реально смотреть на вещи. Реально сегодня единственный, так сказать, признанный субъект международный, да, это Южный Курдистан. И вот этот фактор, вот как раз тому, то, что вы говорите, естественно, все курды, во всех частях Курдистана должны использовать, но не, они должны тоже признать, а то, знаете, вот парадоксальная вещь получается, что Багдад официально признал там в Конституции вот эту субъектность, да, автономию там Курдистана. Турция, Иран, там так заклятые, так сказать, враги курдов тоже фактически признают, правда, когда надо бомбят, там вторгаются и так далее, но официально признают субъектность этого региона. Единственное, кто не признает вот эту субъектность, это РПК. Парадокс получается, понимаете, вот поэтому исходя из реальности, и РПК, и другие части Курдистана должны использовать вот этот международно признанный статус для того, чтобы какую-то пользу в своей части Курдистана, значит, что-то приобрести. И вы знаете, что руководство Курдистана, они и с Багдадом, и с Анкарой, и с переговоры там, с американцами, с Россией ведут переговоры, не всегда вот это афишируется, но эти страны, эти столицы, они не стесняются, не оглядываясь ни на кого, более-не-менее ведут вот официальные переговоры с Южным Курдистаном. Вот вопрос в этом, когда мы говорим о единстве, чтобы не ругались бы, все, в том числе и РПК, должна вот эту реальность осознать и использовать вот этот статус и желание руководства Южного Иракского Курдистана, чтобы им помогли бы. Вы знаете, что отношения между, значит, руководством Иракского Курдистана и Анкарой более-менее нормальные. Там, они основаны на таких тоже реалистических вещах. И тут, вот, когда мы говорили о вот перемирии, да, там ведь тоже это не секрет, что большую роль сыграло и руководство Иракского Курдистана для того, чтобы вот этот процесс запустить. Пошел бы. То, что касается Рабочей партии Курдистана, это, наверное, тема отдельной передачи. Тут можно много говорить, но говорить с людьми, которые в теме, вот такими, как вы, да, в теме вот этих всех внутренних, так сказать, курдских историй. Я думаю, мы в ближайшее время как-нибудь организуем вот эту передачу не в плане того, что кого-то ругать или там навешивать ярлыки, а просто проанализировать, грамотно проанализировать ситуацию. Я с вами согласен, что сегодня в Турции
в Турции тоже внутренний процесс идет, там глубокий политический, экономический кризис. На носу в 2023 году выборы, и кто знает, как там ситуация там будет развиваться, и курды должны быть готовы, чтобы, ну это может нехорошо, использовать вот эту ситуацию в пользу. Я не говорю, что воевать, там, взрывать там, или политическими методами. Ну, как я сказал, это отдельная история. Владимир Владимирович, мы уже больше 1,5 часа в эфире. Я хотел бы вам предложить вот на ваше усмотрение, что вы хотели бы вот в рамках вот этой нашей передачи сказать в заключении нашим зрителям. Я просто хотел подвести такой итог, сказать, что, конечно, не пожелаешь никому, чтобы твою нацию разделили на части. Не пожелаешь. С этой точки зрения, то, что произошло там после распада Османской империи, это, конечно, очень печальная ситуация. Но, с другой стороны, надо жить в том мире, который существует. И этот мир, с одной стороны, он как бы негативно воздействует, но он дает средства для того, чтобы справиться с теми обстоятельствами, в которые попал народ. И я считаю, что курдский этнос сумел воспользоваться этой ситуацией. Он сумел сделать так, что сегодня мы знаем курдов как это не традиционный этнос, это уже современный этнос, так сказать, тот, который живет современной жизнью, который интернационализирован, тот, который, так сказать, обладает большим набором различных идей, высокой уже культурой, который сумел создать и средства массовой информации, и создает свою, очень быстро создает свою элиту, которая уже, ну, скоро не будет нуждаться ни в каких советах, ну, кроме нормальной беседы, так сказать. То есть я имею в виду, что мы должны просто задним числом, то есть сегодня, когда мы вот живем в этом нашем 2021 году, так сказать, посмотреть назад и сказать, да, курды попали, так сказать, и в 2020 и в 2023 году в тяжелейшее положение, но они сумели из этого положения выйти. И в значительной степени им помогло то, что была, так сказать, многополярность в этом курдском мире, что никто не мог одной рукой подавить всех курдов. Понимаете? И вот получилось, что вот это получилось, что в пользу курдов это произошло. Они сумели справиться с этим делом. Поэтому я очень рад. Мы просто должны осознать вот эту вот ситуацию и дальше исходить из понимания того, как проходил вот этот процесс. Потому что это понимание нашей собственной истории, ну и вашей. Но ваша история и наша история, потому что мы живем сейчас в едином мире, поэтому не понимать этого нельзя, мы должны это видеть хорошо. И я очень благодарен вам за возможность так подробно поговорить на теоретическую тему. Спасибо, что вы мне составили такую компанию. И я очень доволен тем, что я уже 25 лет занимаюсь, так сказать, курдской проблемой. И мне доставляет удовольствие понимать то, как живет этот мир и как он, так сказать, функционирует. Это замечательно, это очень интересно. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо, Владимир Владимирович, за интересную беседу, за то, что вы нашли время. У нас курдский мир, как говорится, очень разнообразный, большой, глубокий, и тут много-много есть о чем поговорить. И я надеюсь, что у нас будет еще возможность, будет у нас и у вас время и желание еще на будущем на интересные темы, касающиеся курдского мира, поговорить. Ну, на этом я еще раз огромное вам спасибо. Я хочу поблагодарить нашего редактора Маруфа Асланова. И ставьте лайки, смотрите нас на Facebook и на YouTube канале нашем. Спасибо за внимание. Спасибо огромное за прекрасный вечер. Спасибо. Спасибо.